Здравствуйте, меня зовут Курбанов Пиксултан. Я студент группы УТК-212, специальность экономика и юридический факультет. Преподаватель по русской литературе Ахматбеков Мар Зулпуевич. Тема – биография Шолохова Михаила Александровича. Родился Михаил Шолохов 11 или по старому календарю 24 мая 1905 года на хуторе Кружелин, ныне Ростовской области, в семье служащего торгового предприятия. Первое образование в биографии Шолохова было получено в Москве в годы Первой мировой войны. Затем он учился в гимназии в Воронежской губернии в городе Богучар. Приехав в Москву для продолжения образования и не поступив, вынужден был сменить множество рабочих специальностей, чтобы прокормиться. В то же время в жизни Михаила Шолохова всегда находилось время для самообразования. Впервые его произведения были напечатаны 1923 года. Творчество жизни Шолохова всегда занимало важную роль. После издания фельетонов в газетах писатель публикует свои рассказы в журналах. В 1924 году в газете «Молодой ленинец» опубликован первый из цикла донских рассказов Шолохова «Родинка». Широкую известность Шолохову принесло произведение о донских казаках во время войны, роман «Тихий Дон». Эта эпопея со временем стала популярна не только в СССР, а еще в Европе, Азии, была переведена на многие языки. Еще одним известным романом Михаила Шолохова является «Поднятая целина». Этот роман о временах коллективизации в двух томах в 1960 году получил Ленинскую премию. В 1941 по 1945 годы Шолохов работал военным корреспондентом. За это время он написал и опубликовал несколько рассказов очерков. «Наука ненависти» в 1942 году, «На Дону», «Казаки» и другие. Известным произведением Шолохова также является рассказ «Судьба человека». Неоконченным роман «Они сражались за Родину». Стоит отметить, что важным событием в биографии Михаила Шолохова в 1965 году было получено Нобелевскую премию по литературе за роман-эпопею «Тихий Дон». С 60-х годов Шолохов практически перестал заниматься литературой. Любил уделять время охоте и рыбалке. Все свои награды передал на благотворительность, постройку новых школ. Умер писатель 21 февраля 1984 года от рака и был похоронен во дворе своего дома в станице Вишенской на берегу реки Дон.